Продолжает наш эфир выпуск новостей в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Развитие местного производства. Федеральный центр поддержит проекты ТОР-Якутия. Более 90 работ, посвященных фауне северных широт. Открылась выставка «Живая Арктика». Классика якутской литературы. 95 лет исполнилось Национальному издательскому дому «Бичик», ныне «Аяр». Федеральный центр поддержит проекты ТОР-Якутия. Напомним, заключено 27 соглашений. Общий объем инвестиций превышает 12 миллиардов рублей. В планах создания более 1500 рабочих мест. Глава Минвостокразвития Алексей Чукунков посетил несколько резидентов и оценил их преимущества. Проекты резидентов направлены на развитие местного производства в сферах строительства, ЖКХ и сельского хозяйства. Это огромное и сложное дело — создавать новый бизнес, новое производство, платить людям зарплату. Это огромная ответственность, бороться за рынки. То, что у резидентов Торг-Кангаласы это получается, это отрадно. У меня позитивное сохраняется ощущение от всего увиденного. С нашей стороны мы берем на себя ответственность поддерживать всеми мерами государственной поддержки, которые есть в программе по развитию Дальнего Востока. В Музее «Россия. Моя история» открылась выставка, посвященная Году науки и технологий. Представлены ряд инновационных проектов, большая часть из которых – это проекты выпускников и резидентов технопарка «Якутия». Выставка поделена на 3 сектора – производственный кластер, биокластер и IT-сфера. Отметим, что данная выставка также посвящена десятилетию создания технопарка «Якутия». Выставлено более 30 проектов, часть из них в виртуальном формате. Поэтому горожане и гости музея смогут смело пройтись по виртуальным экспозициям и погрузиться в мир современных и нанотехнологий. Выставка работает до 19 декабря. Часто здесь бываем и следим за прогрессом, потому что здесь представлены такие достаточно востребованные и в промышленности, и в хозяйстве решения интересные, и вот использование местной флоры и фауны в виде биодобавок тоже достаточно такое прогрессивное, мне кажется, перспективное решение. То есть мы вообще следим за проектами технопарка, видим их прогресс. То есть видели, когда это еще были в стадии разработок. Сейчас мы видим, что это уже, сейчас наблюдаем, что это уже воплотилось в реальные решения, на которые уже есть заказы. И это, конечно, не может не радовать. Медиацентр Национальной библиотеки Якутии признан лучшей пресс-службой библиотек России. На ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек объявили победителей конкурса «Библиотеки продвижения». В номинации «Лучшая пресс-служба библиотеки», в которой оценивали креативные команды и ежедневную коммуникацию служб с читателями, выиграла команда главной библиотеки Якутии. Для нас победа в столь значимом большом всероссийском конкурсе очень большое достижение. Признание деятельности нашего медиацентра и нашей библиотеки на столь высоком уровне, на уровне Российской Федерации, нас очень вдохновляет и дает надежду на то, что мы идем в правильном направлении, по правильному пути, и что работа нашей медиаслужбы, медиацентра нашего доносит до нашего читателя актуальную, достоверную, нужную информацию. В Амиконском районе стартовал второй этап марафона прививок «Стоп ковид». Администрация Улуса решила повторить розыгрыш денежных призов среди жителей района, прошедших полный курс вакцинации в период с 19 ноября по 15 декабря. К слову, среди участников первого этапа денежные призы выиграли 10 человек, а главный приз – 100 тысяч рублей – достался Константину Кривошапкину, кочегару из села Берег-Юрдя. В целом хочется отметить, что темпы вакцинации в районе проходят неплохо. На сегодняшний день у нас вакцинировано 70% взрослого населения, что составляет 4210 человек. Но для того, чтобы достичь уровня коллективного иммунитета, нам все-таки нужно добиться 80% отметки. И с этой целью мы проводим дополнительные этапы акции. Денежный приз обозначен, главный – 100 тысяч рублей.
И мы надеемся, что все-таки этими мерами мы добьемся отступления болезни с территории нашего района. Республиканская выставка анималистического искусства «Живая Арктика» стартовала в художественной студии Союза художников Якутии «Арт-Сити». Выставка получила широкий отклик среди художников. Зрителям представлено около 90 работ. На выставке побывала наша съемочная группа. На памяти членов Союза художников это первая картинная выставка, посвященная Арктике. В экспозиции представлены живописные полотна, написанные в разных стилях. Тематические статуэтки, вырезанные из дерева, кости и рога лося и северного барана. Также изумляет бижутерия и предметы декора, исполненные в витражной технике. Работы представили многообразие фауны Севера. Выставка позволит зрителям по-новому увидеть красоту отражающего мира и задуматься о сохранении природы. Вот, допустим, когда интересовался, читал различные статьи, там смотрел и много видел, что, допустим, белые медведи, да, ходят, там много мусора, какие-то заброшенные поселения, где там бочки, опять же мусор тот же самый лежит. Как бы затронуло это все. Сначала хотел такого плана что-то нарисовать, но сама идея как-то сильно не развилась. Вот, и в другое русло уже ушел. И вышло, в общем, как бы потревожили. Лежал там после прогулки, либо кормежки, там уснул и проплыл уже сам ледокол, разбудил. Хотелось такой какой-то момент показать в работе. Тема выставки неожиданно получила большой отклик среди художников. Впервые на участие в мероприятии поступило более 100 заявок. Всего же экспозицию пополнили порядка 90 работ, выполненных 47 авторами. Каждый житель нашей республики, и не только, действительно осознал ценность Арктики как неприходящего и природного, и культурного наследия. И каждое живое существо – это тоже часть нашей северной культуры. И это очень хорошо видно в работах художников, с каким трепетом они изображают, и насколько разные изображения тех же оленей, медведей, лошадей. Видно, что все это у нас придается этому очень большое значение, одушевлено. Выставка входит в цикл мероприятий «Арт-Альянс» при поддержке гранта главы республики. Проводится в художественной студии Союза художников Якутии «Арт-Сити». Ознакомиться с представленными произведениями можно до 5 декабря. Марфирина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск. Издательскому дому «Бичик», ныне «Аяр», исполнилось 95 лет. Этот путь творческая команда Национального издательского дома прошла достойно. Как говорит руководитель Август Егоров, были взлеты и падения, но, несмотря на это, команда издательства юбилей встречает с хорошими показателями. Сегодня «Аяр» выпускает ежегодно более 300 книг и журналов. Это не только детские и авторские книги, но и публицистические, научно-просветительские, а также общественно-политические. Накануне отметить круглую дату собрались ветераны, коллеги, а также писатели и друзья издательского дома. Впереди ряд круглых столов, семинаров, а также интересные конкурсы и викторины. Одна из самых важных миссий нашего национального книжного издательства – это издание национальной литературы, это произведения классиков якутской литературы. И ежегодно выполняется субсидия на эти цели по государственной программе культуры. Это действительно очень важный такой вклад в сохранение национального самосознания жителей нашей республики. Алданский бассейн, расположенный в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик», примет первых посетителей сегодня. Общая площадь комплекса составляет более 2000 квадратных метров. Помещение бассейна двухэтажное. Первый технический, а на втором разместили раздевалки, санузлы, душевые, кабинет врача и медсестер. Вход для взрослых составит 300 рублей, для детей 150. Для посещения бассейна взрослым необходимо наличие QR-кода. Дети с 7 до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Помимо этого, в ближайшее время начнется набор детей до 7 лет в группы начальной подготовки отделения «Спортивное плавание». Спектакль с тифлокомментированием впервые представили в Якутии. Театр юного зрителя совместно с Республиканской библиотекой для незрячих подготовили детский спектакль со специальным сопровождением. В чем сложность и какую постановку выбрали для первого тифлоспектакля, узнавала Марфирина Алексеева.
Северная легенда «Камень счастья» повествует о юноше Хоне, который отправляется на поиски заветного камня и при этом встречает тяжелые препятствия. Для актеров постановка ничем не отличается от любой другой. И лишь для особенных зрителей через специальные наушники она сопровождается дополнительными тифлокомментариями. Тифлоспециалисты подробно описывают то, что в силу нарушения зрения. Комментатор описывает буквально все, что происходит на сцене. Эмоции, мимику, костюмы, внешность и движение. При этом комментаторам нельзя перебивать диалоги или атмосферную музыку. По своему опыту я могу сказать, что комментировать спектакли гораздо сложнее, чем картины или фильмы. Потому как все-таки спектакль – это живой организм. Каждый раз он разный. На сцене не просто артист, а люди, живые люди. И, конечно, в процессе игры они могут допускать паузы, например, между репликами чуть длиннее или чуть короче. Немножко могут, конечно, отходить от сценария. Или какие-то реплики могут даже сказать своими словами. И комментатор должен быть к этому готов. Сейчас я предлагаю послушать, как это происходит. Шали духов превращается в бескрайние снежные просторы. Из снежных норок то тут, то там выглядывают обитатели тундры. Пушистый соболь, белоснежный красавец-песец. А вот и свирепый хищный лис рыщет в поисках добычи. Актеры также отнеслись к тифлопостановке с особенным трепетом и постарались передать все эмоции максимально ярко, чтобы юные зрители не увидели, но услышали и почувствовали их энергетику. Особенное волнение у нас все равно есть. Особенности игры для плохозрячих детей? Да, конечно. Для них нужно играть более специфично. То есть они не просто плохо видят то, что на сцене происходит, а ты напротив должен передать своей энергетикой, своими чувствами, словами то, что происходит на сцене, то, что говорит, чувствует свой играющий персонаж. Для этого нужна, сильная энергетика, как я понимаю. Благодаря гранту театр юного зрителя смог приобрести специальное оборудование и наушники. Теперь здесь планируют вплотную сотрудничать с Республиканской библиотекой для незрячих. На сегодняшний день уже составляется тифлорепертуар. К Новому году для ребят готовят праздничную программу. Мы хотим не останавливаться на достигнутом. Дальше мы покажем новогодние наши представления. Планируем показывать с тифлокомментированием. Еще спектакль «Рыбка» будет с тифлокомментированием. Ну и думаю, что еще мы покажем другие спектакли. Премьеры, наверное, будут. Для слабовидящих граждан уже были доступны тифлофильмы, картины и мультфильмы. Теперь появились и спектакли. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.